целью выявления и поддержания детей, одаренных в области информационных технологий, в нашем университете проводились региональные соревнования по робототехнике в рамках международных состязаний роботов. Они проходят в Республике Башкортостан во второй раз. Если опираться на международный опыт и даже на опыт наших соседей из Челябинской области, то, во-первых, робототехника, она позволяет мыслить креативно. А сейчас современный мир, он невозможен без инноваций, без креативности. Во-вторых, робототехника сплачивает. То есть дети учатся работать в команде. Ну и в-третьих, наверное, дети учатся представлять свои проекты. То есть они могут говорить, учатся правильно презентовать себя. В соревнованиях принимали участие 23 команды из Уфы и районов республики. Всего собралось более 50 участников. Ребята в возрасте 10-17 лет по условиям конкурса разделились на 3 возрастные группы. Каждой группе отвели отдельное поле со своей тематикой и сценарием действий. Первая категория – основная, вторая – средняя, третья – свободная категория сумо. Данный этап стал отборочным перед всероссийскими состязаниями. В них примут участие ребята, завоевавшие первые 3 места. В прошлом году победу в Уфе одержала команда Республиканского башкирского лицея-интерната, которая впоследствии на российском уровне стала 4-й. В этом году всероссийские состязания состоятся в Казани, а международные в Москве. Например, космический корабль ударился об метеорит, например, в нем появилась пробоина, и пока космонавт выйдет, подготовится, пройдет около 2 часов, а робот может сделать это за полчаса и менее. Ну, я хочу стать врачом, хочу сделать робота-хирурга, сделать операции на сердце и там желудок, печень, на многие другие. Инженером, строить роботы для военной технологии. Принято считать, что роботами увлекаются преимущественно мальчики. Но и среди девочек встречаются такие, которые робототехнику любят наравне с вышиванием. По словам Вали, конструирование улучшает память и позволяет преображать мир. Робот, изобретенный ею, призван очищать планету от мусора. Нужно же запоминать, как собирать робота, и потом за 2 часа успеть собрать его. Для того, чтобы участвовать в турнире, командам пришлось поработать не только над функциональностью своих подопечных, но и над их дизайном. Компактность – один из самых главных критериев. Даже небольшое отступление от стандарта чревато дисквалификацией. В данном случае робот должен быть меньше в ширине, высоте и по длине 25 см. Для этого используем такую коробку, куб 25 на 25. Он должен аккуратно в него полностью залезать. Вот, заходит. Далее, второй этап проверки. Робот. У нас есть какая-то вертикальная поверхность. Мы им касаемся робота с любой стороны. И в точке касания робота, точка касания должна быть выше 1 см от пола и ниже 10 см по высоте. Это делается для того, чтобы не был робот, который использует вот такие системы полностью к определению и поднимает вражеского робота, чтобы соревнование было только в лобовую ушло. После всех раундов стали известны имена победителей по 4 номинациям. Они-то и примут участие во всероссийском этапе, который пройдет в Казани 20-22 июня 2014 года. Я думаю, что действительно ребята сегодня покажут свой уровень, тем более вот если посмотреть выставку не спортивную, а робототехническую, тех роботов, которые уникальны по своему производству, то там есть роботы, которые могут работать на Луне. То есть это уже что-то, значит, дети уже об этом задумываются, и, наверное, они полетят.